В эфире Абхазского телевидения информационно-аналитическая программа «События недели», в студии Ирина Аршба. Здравствуйте. В нашей программе мы вспоминаем наиболее заметные события уходящей недели и подводим ее итоги. 14 августа в Абхазии отметили День памяти защитников Отечества. 27 лет назад, 14 августа 1992 года, войска Госсовета Грузии под предлогом охраны железной дороги вторглись на территорию Республики Абхазия. Началась Отечественная война народа Абхазии, длившаяся 413 дней. Война, которая унесла жизни тысяч сыновей и дочерей Абхазии, Северного Кавказа, Юга России, представителей нашей зарубежной диаспоры. 14 августа, в день начала Отечественной войны народа Абхазии, по сложившейся традиции, родные и близкие погибших, ветераны и инвалиды войны, представители общественности и школьники возлагают цветы к мемориалу Владислава Ардзенба в селе Нижняя Ишера и в парке боевой славы в Сухуме. В церемонии возложения принял участие президент Рауль Хаджимба. А 15 августа в Абхазии отметили День добровольца. На второй день после начала Отечественной войны народа Абхазии в Гудауту прибыла первая группа северокавказских добровольцев во главе с Султаном Сосналиевым. Рядом с народом Абхазии, плечом к плечу за свободу Апсны воевали добровольцы из Северного Кавказа и Юга России, Южной Осетии и Приднестровья, представители нашей диаспоры из стран дальнего зарубежья. В Отечественной войне приняли участие более 2000 добровольцев. 51 из них удостоен звания Героя Абхазии. 247 награждены орденом Леона, 623 медалью за отвагу. Более 260 добровольцев погибли, защищая свободу Апсны. В День добровольца в Гудауте состоялась церемония возложения цветов к памятнику добровольцам. А затем во Дворце культуры прошло торжественное заседание, посвященное памятному дню. В мероприятии принял участие президент Рауль Хаджимба. В этот день в Гудауте встретились добровольцы из различных регионов Северного Кавказа и России в целом, пришедшие на помощь братскому народу в тяжелые годы Отечественной войны народа Абхазии. Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии презентовало итоги целевой программы «Инвентаризация недвижимых объектов историко-культурного наследия», расположенных на территории Республики Абхазия 2016-2019. Кроме того, в рамках программы была запущена геоинформационная система по объектам культурного наследия Абхазии. Насколько важен государственный систематизированный учет памятников историко-культурного наследия Абхазии и какое значение имеет создание геоинформационной системы? Гость сегодняшней программы «События недели» Батал Кобахи ответил на эти и другие вопросы. Батал Самсонович, завершился проект по созданию государственного реестра памятников историко-культурного наследия Абхазии. И хотя изначально вы думали, что в него войдет порядка 1500 объектов, а оказалось их намного больше и вошло порядка 2000 объектов историко-культурного наследия. Расскажите о том, как проводилась эта работа, с какими трудностями вы столкнулись в процессе. Ну, во-первых, там была ошибка изначально, вот, видимо, неправильно мы артикулировали. Речь шла о том, что мы будем делать геоинформационную систему в конце, и мы делали эту систему на 2000 объектов, ну, то есть хранилище, что вмещалось. А изначально мы начинали вот в конце, в декабре 2015 года был принят государственный список объектов историко-культурного наследия, туда и входило 1500 объектов. В процессе работы мы, конечно, еще обнаружили около 400 объектов, они даны во вновь выявленных. На сегодняшний день можно сказать, что в общей сложности определено вот порядок более 2000. Но сложности какие были, вот такое было впервые, можно сказать, в истории охраны культурного наследия. Государством была выделена, поддержана целевая государственная программа, которую Министерство культуры, наш департамент, собственно, написал.
она касалась инвентаризации тех объектов, которые вошли в государственный список. Потому что мы их включили на основании многолетних работ и после войны, и до военных, разрозненные списки, собрали вместе. Потом наш департамент в течение года еще 200 где-то обнаружил, в основном в восточных районах Абхазии. И вот пошла инвентаризация. Она предполагалась на 3 года, с 16 по 18 год, но ввиду определенных обстоятельств, нехватки человеческих ресурсов, иногда заминки с финансированием и так далее, мы обратились в Кабинет министров, нам ее перенесли на 2019 год, она еще не завершилась, она заканчивается фактически в декабре 2019 года, но мы практически уже завершаем. В чем суть инвентаризации? Дело в том, что эти объекты, вообще есть законодательство Татарстана, Казахстана и других стран, где в законе об историко-культурном наследии введена строка «обязательный мониторинг» раз в 5 лет или в 6 лет. Ну, это определяется как бы государство, госорганы и утверждается парламентом. У меня была идея, это вот, кстати, законотворчество, у меня была идея подвести к тому, чтобы и мы точно так же ввели это мониторинг в закон. Но поскольку у нас никогда это не делалось, мы начали с инвентаризации. Думаем, закончим один раз, но мы не смогли 1500 пройти. На сегодняшний день можно сказать, что инвентаризация около более 700 объектов все-таки было. Почему 700, тоже объясню. Потому что из 1500 объектов большинство археологических объектов. Археологические объекты очень сложно проводить инвентаризацию. Во-первых, некоторые уже не существуют, поскольку если они уже исследованы, то уже его и нет. Есть только как бы упоминание места, где что было, артефакты находятся в музее или в хранилище. Либо те объекты, которые находятся еще пока не вскрыты, но мы в результате разведок, там, археологов, известно, что они там есть, их очень сложно инвентаризировать, это нужна другая методология, и мы пока разрабатываем, как это будем делать. Ну, на сегодняшний день практически все объекты гражданской архитектуры, которые чаще всего подвергаются разрушениям, незаконному обращению с ним, вот они в аренде или в собственности, или в разрушенном состоянии. Ну, если пройти по городу, видно, какое количество. И мы ими занимались. Вот основные достижения вот за эти годы. То есть впервые, у нас вот по целевой программе все впервые. Я вот часто это говорю, может быть, это не скромно, но люди должны знать. У нас впервые была целевая программа, которая позволила выделенные деньги, там около 16 миллионов на 3 года, сделать инвентаризацию. Впервые мы ввели в оборот, в соответствии с инструкцией о хранении, описании вот объектов историко-культурного наследия. Вот в законе есть перечень такой, ну вот из 21 пункта. Ну, один из них это сам перечень, то есть 20 пунктов. 21 типов документов должно быть на каждый объект историко-культурного наследия. На сегодняшний день мы добились вот каких. Раньше этого не было. Были какие-то разрозненные, но они потерялись. А документы должны быть. Кроме паспортов и опорных планов, вот остальные документы есть. Что такое паспорта? Паспорта – это когда объект изучен детально, и когда есть еще опорный план. Опорный план, к сожалению, у нас в законе есть понятие исторических поселений, исторических городов, важность создания зон границ, охраны, регулируемых зон, но они не прописаны. Я потом поговорю, как мы пытаемся пробить вот эту брешь в законодательстве, мы это занимаемся. Для чего мы делали эту документацию? То есть каждый объект должен иметь свои документы, и они не должны теряться. А вот чтобы объекты не терялись, вот когда, вообще любой архив это состоит из 2 частей. Сейчас новое время, обязательно в бумагах, обязательно, раньше, помните, делали сургуч, печать, чтобы невозможно было вырвать лист, изменить информацию о том или ином объекте.
то сегодня у нас два варианта. Первый вариант — это вот бумажный вариант со всеми подписями, печатями. Ни один документ без печати не является действительным. Ну, допустим, для рассмотрения в госорганах, местных органах или там. И все эти документы мы пытались внести таким образом, чтобы все граждане и заинтересованные лица и государственные структуры могли без нас, без запроса их смотреть. Мы сделали геоинформационную систему. Это тоже впервые в Абхазии. А что дает Абхазии вот появление такого информационного портала? Геоинформ- Это может способствовать восстановлению каких-либо вот объектов? Мы называем, главная наша функция — надзор и охрана объектов культурного наследия. Что касается восстановления, это другая задача, и должны быть еще другие структуры. А геоинформационная система, во-первых, я вам напомню, что, будучи в парламенте депутатом 4-го созыва, я как раз в течение 2 лет вел закон о доступе к информации, который, кстати, подготавливали ряд гражданских организаций, но поскольку я там был, вот через мой комитет я проводил. В соответствии с этим законом все государственные органы обязаны иметь информационные порталы, на котором граждане могли бы ознакомиться с той или иной информацией. Сегодня уже практически все государственные структуры имеют сайты, но сайты это мало. А вот геоинформационная система — это очень жесткая система, имеющая специальный сервер, специальный допуск. И там целая система работы, мы ее разрабатывали целый год. Экогеопроект, вот Инна Барчин возглавляла эту группу, и вместе с нашими специалистами она сегодня создана. Мы практически ее открыли, 150 объектов в полном объеме, даны материалы, и теперь мы будем начинать. Что это означает? Это означает, что независимо от того, что произойдет с госорганом по охране, сменится руководство, уйдут люди, полностью поменяются все, никакие документы не будут утеряны. Они уже будут в виртуальном пространстве, доступ к ним имеется. Там имеется ограничение, там у нас много пунктов, вот точно так же, как в перечне до 21 пункта, у нас практически столько пунктов. Но некоторые открытые, а некоторые закрытая информация, она только по просьбе или официальному запросу, если та или, ну, например, какая закрыта, кто собственник, стоимость, инвентарная и так далее, и так далее. Это закрытого доступа. И это первая такая программа. Вот, должен вам сказать, вот в России, например, тоже начинают делать, и вот, пожалуй, наиболее лучшим аналогом, который мы тоже использовали, это вот Мосгорнаследие или Министерство культуры Москвы. То есть у них очень большой портал, очень интересный. Они, кстати, приезжали на наши конференции, и тоже мы с ними консультировались и в Москве, и здесь, как его сделать. Сегодня без геоинформационной системы очень сложно говорить о сохранении объекта историко-культурного наследия, потому что мы владеем полной информацией. Во-первых, где оно находится, какое его состояние, мы делаем акты о нем, фотофиксацию, кому оно принадлежит, нужно ли реставрация, кто будет делать, и вовремя как бы мы даем задания и так далее. И сегодня практически невозможно, чтобы кто-то сносил объект культурного наследия или самовольно делал ремонт или в кавычках реставрацию, чтобы не было нами замечено. Мы подаем в суды, ну, вначале в прокуратуру, останавливаем, заставляем как бы восстановить. Не всегда это получается, но процесс пошел, в любом случае мы это делаем. Вы в своих интервью неоднократно говорили о том, что некоторые объекты историко-культурного наследия, чтобы сохранить их и восстанавливать, нужно приватизировать. Да. И вашим ведомством были подготовлены конкретные предложения в этом направлении, чтобы регулировать эту сферу деятельности. Есть ли результат этой работы? На сегодняшний день, в соответствии со статьей 31, объекты историко-культурного наследия не подлежат приватизации. Точка. Следующий абзац этого же закона говорит, что парламент имеет право решать форму собственности. Но, на наш взгляд, это было, что они могут перевести из республиканской в местную наоборот. А там парламент применял это вот по запросу
людей, граждан о выкупе объектов культурного наследия. И это первое. Второе, некоторые объекты историко-культурного наследия находились в собственности испокон веков, передавались по наследству. Мы решили урегулировать, дали свою правоприменительную практику. Парламент это понял, в первом чтении принял. Суть его заключалась в том, что все объекты гражданской архитектуры и хозяйства, типа санаторий бывших, подлежат приватизации. Это означало, что они официально продаются без всяких помощи, поддержки извне, и делается тендер, и прописаны четкие обременения, сроки восстановления, как восстанавливать, и соответствующие санкции в случае, если вот эти обременения не будут выполнены. На сегодняшний день этого нет. Если это будет, то тогда проблема восстановления объектов культурного наследия, которые находятся в аренде, в собственности, мы снимаем с государства и полностью, оно и сегодня на них возложено, но нет четкой документации, каким образом, возлагаем на собственников и пользователей. Это первое. Мы предлагали создание фонда, вот типа фонда социального страхования, фонда культурного наследия, государственного фонда, где бы аккумулировались какие-то деньги. Например, вот так же, как платят за квартиру, за свет и так далее, определить какую-то фискальную стоимость, если человек занимает объект культурного наследия, он аккумулируется в фонде. Министерство по туризму, все туристические и коммерческие организации, которые в своей работе, их маршрут, 70% это посещение объектов культурного наследия, тогда они какую-то чуть больше сумму выплатят. Если подытоживать работу целевой программы по инвентаризации, то есть мы на сегодняшний день имеем список, все-таки имеем законодательство, все-таки определены границы наиболее очень ценных территорий, заповедников 25, и в принципе, несмотря на то, что их кабинет министров пока не принял, они уже берутся во внимание. То есть, потому что у нас есть понятие государственный список, а есть понятие дополнительный список. Дополнительный список объектов культуры точно так же защищены, как и госсписки. Мы можем лет 5 их изучать, прежде чем вынести на внесение. Или посчитаем, что все-таки не нужно. То же самое с границами заповедников. Пока эти границы находятся в доп-списке, и они уже защищены. Расскажите немного об археологических раскопках, которые проводятся в данное время на территории Абхазии. Я вспоминаю советский период, когда я работал в АБНИ еще тогда. Достаточно большие деньги выделялись на археологические раскопки. Еще там был новостроечный отдел, когда не шутили те получатели земель, строители, выделялись деньги на охранные раскопки. Сегодня Академия наук, к сожалению, не владеет такими ресурсами, у нас очень мало. Но в этом году, вот во всяком случае, мы открытые листы подписывали команде российско-абхазской, которая работает в селе Меркула. Они исследуют там жилое помещение, которое вместе с церковью и там крепостью маленькой, там сторожевой башней, ну вот такого периода средневековья исследует вот Галина Требелева, Зорик Хонзе, вот там копает, мы посещали эти раскопки. Другие очень интересные раскопки, продолжающиеся, да, это Гюенос, древний город античный, который располагался в объезде в Ачимчир, если с Сухума ехать, где сейчас находится порт, военный порт. Александр Скаков, это Московский институт археологии из Москвы, и Аркадий Джопов, директор нашего музея. И еще очень интересные раскопки у нас проводит Андрей Белинский с Игорем Цвинари. Это рядом с Кингами, ну, по предположениям тоже, пока вот материалов нету, что возможно, это в районе Скурчи. Возможно, в городе Аскурия, там начинался, а не здесь, а это была окраина города. Это гипотеза. Во всяком случае, там работает большая экспедиция, финансируемая Академией наук России, там еще какие-то системы грантов. Вот Андрей Белинский уже несколько лет здесь копает, и наши археологи с ним копают. Вот. И помимо этого бывают разведки, охраны, связанные с выделением земель, вот такие вот срочные.
Вот. Ну, хотелось бы, чтобы больше. Хотелось бы, чтобы больше выдавались деньги. Например, в этом году практически у Алика Николаевича Габеля не было денег, чтобы копать Сухумская крепость. А мы все жаждем, чтобы когда-нибудь была найдена могила Келешбе. И уже, кстати, мы уже к ней подходим, потому что года 2 назад они нашли обломок надгробия, который на фотографиях был указан. Но сейчас там заповедник расчищается. Возможно, на будущий год в бюджет попадут, помимо консервационной работы, также и исследования на этом памятнике. Тогда мы более интенсивно можем вот копать. Вы также часто говорите о том, что некоторые объекты историко-культурного наследия Абхазии могут войти в объекты, охраняемые ЮНЕСКО. Какие из объектов могут претендовать? Ну, это те объекты, которые мы сейчас переводим в особо ценные. У нас по закону есть ценные и особо ценные. Пока они все просто ценные, потому что в особо ценные подвести надо всю документацию порядочно. Но какие условия, чтобы вот в ЮНЕСКО вошли? Во-первых, объект должен быть уникальным, неповторимым. Объект должен нести какие-то архитектурные или там стилевые особенности, которые только ему присущи. Во-вторых, где-то в регионах рядом за пределами эта архитектура или эта культура как бы влияла на формирование и так далее, и так далее. Аутентично должен, это самый главный момент, аутентичный. И очень важный момент, объект должен быть под охраной государства. Государство в первую очередь несет ответственность за сохранение. Вот такого типа объектов, например, Лыхнинский храм, который сохранился, вот там даже крыша, вы видите, там зонтики, знаете почему? Потому что там черепица трехслойная, она там с 8 до 14 века накладывалась. Эту черепицу надо как-то снять, реставрировать, восстановить. Ну вот церковь, правда, хочет другую черепицу, но мы вот пока сдерживаем, ищем возможности. Но, к сожалению, она теряет свою аутентичность, потому что рядом с территорией охранной зоны храма, да, она же строилась на поляне, поляна была свободно открыта, а вот сейчас там застраивается поляна ресторанами, там какие-то для служащих церкви дом построили, нарушив аутентичность. На сегодняшний день вот одним из тех, который мог бы войти, это Дранский храм, Мокский храм. Но у Дранского храма тоже возникает проблема, потому что там какие-то ведутся работы, не всегда санкционированы по благоустройству, с одной стороны, храм, потому что он действующий, а с другой стороны, нарушая его колористику, потому что колористика тоже является предметом охраны. То есть не был у нас в храмах синий, яркий, такой интенсивный цвет, всегда приглушенный, охра, вот. Малейший вот такой цветовой диссонанс, и сразу понимаю, что это вот не имеет отношения. Наши, ну вот заповедник, например, тот же вот Анакопия, Пицунди, то есть это все те объекты, которые могут войти. Другое дело, их сложно входить по двум причинам. Первое, политически, ЮНЕСКО не рассматривает объекты культурного наследия непризнанных странами ЮНЕСКО, хотя Россия нас признала, он тоже как бы представляет ЮНЕСКО. Это с одной стороны. А самый главный момент, мы должны представить документацию, что государство несет ответственность за эти объекты. То есть, если там строят что-то или изменяют, то без решения государства или госоргана там ничего не делать, то, что может нарушить аутентичность. И каждый объект должен иметь пакет документов. Ну, пока мы готовим первоначальные документы, но, может быть, когда-нибудь придет время, когда мы с удовольствием представим несколько, ну, на сегодняшний день, я думаю, 5-6 объектов. Получается, для нашей небольшой страны такое количество объектов, да, это очень концентрация. Серьезно. С одной стороны, в России огромный список, в других странах огромный. Но мы когда посмотрели по концентрации, вот для чего нужна вот ГИС, да, там же карта дается, схема, расположение, GPS. Просто вот карты не видно, вот самой карты не видно населенных пунктов, только объекты культурного наследия. Это, если сказать на душу населения, на квадратный метр, я думаю, что Абхазия один из тех регионов исторических наиболее насыщенный. Причем у нас, в отличие от многих стран и территорий, да, культурные слои имеют огромную там
не многовековую, там 50 тысяч лет до нашей эры, палеолитической стоянки, вон Мушнихварская мочалку мы копали, книгу издали. От палеолита до 19 века это предмет как бы исследования. У нас практически в Абхазии представлены все периоды развития человеческой материальной культуры от палеолита до сегодняшнего дня. Это не во всех странах бывает. Ну и расскажите немного о планах вот до конца года и на Планы. ближайшие Ну, перспективы. первое, что закончить ГИС, внести туда все, что мы имеем. Мы делали очень важную работу, инвентаризационную стоимость объектов культурного наследия, это 150 объектов. Мы оценивали, сколько он стоит. Это не баланс, а с точки зрения истории культурного наследия. И второе, мы делали с Московской одной организацией «Наше наследие» оценку архитектурных особенностей объектов гражданской архитектуры, тоже 150. Кабинет министра посчитал очень интересную работу и предложил нам написать целевую программу на следующий год о продолжении работы по инвентаризационной или страховой стоимости. Но поскольку у нас нет некоторых нормативов с точки зрения объектов культурного наследия, мы ее на две части разделяем. До декабря мы представим в Кабинет министров норматив, который они будут, вместе с ними будем разрабатывать для вот этой работы, а потом будем осуществлять проект. Я думаю, что на будущий год еще 150-200 объектов получат страховую стоимость. В следующем году мы хотим подготовить еще несколько целевых программ по дальнейшей оценке объектов и программу по определению охранных зон для объектов историко-культурного наследия. Не все они имеют, а они должны иметь. И вот начнем дальше работать, если закон поменяем, с опорными планами. Потому что вот город Сухум, если бы закон был бы разработан, историческая часть практически, целые кварталы можно сделать как исторические города, даже независимо, и потом они будут иметь свой статус, даже если там есть здания, которые не входят в список объектов архитектурного наследия, они должны соответствовать тем, что это историческая улица, соблюдать каноны, сложившийся архитектурно-колористический дизайн, ландшафтный подход, все должны соблюдать. К примеру, чтобы понятно было, вот в Питере Невский проспект полностью внесен ЮНЕСКОвский список. Хотя там есть здания, которые не являются объектом, но даже они, начиная ремонт, они не могут там сделать что-то вычурное, что-то. Оно должно иметь в балансе с теми объектами культурного наследия, которые там находятся. Но это работа вот будущего. В Новом Афоне после реконструкции открылся Дворец культуры. Здание советского образца долгие годы находилось в плачевном состоянии. Ускоренный ремонт объекта завершился за счет средств резервного фонда правительства Республики Абхазия. В первую очередь обновленное здание предназначено для организации культурного досуга молодого поколения. Столь важное для новоафонцев мероприятие посетили и представители руководства страны во главе с президентом Раулем Хаджимба. Кроме оборудованного зала, на базе объекта будет размещаться городская библиотека и секции для местных интеллектуалов. Лайнер «Князь Владимир» расширяет маршрутную сеть до Сухумского порта, а первый тестовый заход судна в Сухумскую бухту состоится уже этой осенью. Чтобы обсудить вопросы организации регулярного круизного сообщения на Черном море между портами Абхазии и России, 16 августа в республику прибыла российская делегация. В ее составе представители погрануправления ФСБ России и таможенной службы в Абхазии, заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта, директор Азово-Черноморского бассейнового филиала «Росморпорт» и генеральный директор ООО «Черноморские круизы». С заместителем руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Российской Федерации Захарием Джоевым встретился президент Абхазии Рауль Хаджимба. В ходе встречи обсуждались вопросы организации регулярного пассажирского сообщения между портами Республики Абхазия и Российской Федерации. Наша задача теперь реализовывать все те вопросы, которые были поставлены. Но, в свою очередь, наши ребята, которые занимаются этим вопросом уже давно, пытались решать эти задачи самостоятельно.
Первые, во всяком случае, те необходимые работы, которые связаны с самой бухтой, и значительная часть этих работ уже выполнена. Надеюсь на то, что за оставшиеся периоды и остальные мероприятия, которые необходимы, будут реализованы. Что касается наших планов, они, безусловно, будут реализованы. Главная цель моего приезда для того, чтобы убедиться в том, что все готово к тестовому заходу. И, соответственно, со следующего года, с навигации 2020 года, уже организуем на постоянной основе заход. Мне кажется, это совершенно естественным, правильным. Вопросы организации регулярного круизного сообщения на Черном море между портами Республики Абхазия и Российской Федерации были обсуждены и на встрече премьер-министра Валерия Бганба и представителей профильных министерств и ведомств Абхазии с членами российской делегации. В ходе встречи были также затронуты вопросы упрощения пограничного контроля прибывающих на лайнере туристов и готовность Сухумской бухты к тестовому заходу теплохода «Князь Владимир». Планируем такой тестовый заход и полная имитация захода судна в Абхазию, о том, как провести все дополнительные другие работы, касаемые пассажиров тоже, чтобы учесть все, там, допустим, недостатки, которые нужно нам будет исправить уже непосредственно к самому уже коммерческому заходу этого судна в Абхазию. Мы также проработали большой комплекс мероприятий относительно обеспечения транспортной безопасности. И на сегодняшний день мы также этот вопрос обсуждали, уже с абхазской стороны есть определенные наработки, и наши коллеги нам в этом вопросе очень активно содействуют. Чтобы лайнер «Князь Владимир» причалил в морпорту, дно Сухумской бухты должно соответствовать определенным требованиям. Еще в 2017 году в акватории морского порта были начаты инженерные изыскания, которые уже близятся к завершению. Тему продолжит Сария Кварацхелия. Спустя более чем четверть века ситуация с морпортом начинает меняться. Круизные лайнеры снова будут посещать Сухумский морской порт. В скором времени теплоход «Князь Владимир» причалит к берегам Абхазии. «Князь Владимир» – комфортабельный девятипалубный полноценный плавучий отель, в котором есть все необходимое для разнообразного и безопасного отдыха. На корабле могут разместиться почти 1000 туристов и 250 членов экипажа. На борту 360 кают, 4 бассейна с морской водой, спа-зона, 2 ресторана, кинотеатр, детская игровая комната и многое другое. Благодаря соглашению между госкомпанией «Абхазское морское пароходство» и фирмой «Черноморские круизы», подписанному в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи, уже осенью этого года лайнер зайдет в Сухумский порт. Была создана совместная рабочая группа, которая на первом этапе поставила цели, необходимые исследования провести. Это инженерно-изыскательские работы, проектные работы. Эта работа проводилась в течение 17-18 года и была практически завершена. И уже в феврале месяце было подписано соглашение. Согласно утвержденному плану у нас планируется заход тестовый в ноябре месяце при условии выполнения всех работ, которые запланированы. И в 2020 году в навигацию 2020 года круизного лайнера «Князь Владимир», это ориентировочно где-то с апреля месяца, будет включен порт Сухум как порт захода для круизного лайнера. Чтобы лайнер причалил в морпорт, дно Сухумской бухты должно соответствовать определенным требованиям. Акваторию очищают от мусора, проверяют, есть ли взрывоопасные предметы, а также проводят гидрологические исследования. Уже сейчас можно сказать, что дно акватории Сухумского порта в хорошем состоянии. На данный момент в акватории Сухумского морского порта установлена глубина – это приблизительно 5-6 метров, в зависимости от дальности от берега. Значит, планируется произвести углубительные работы до отметки 7,7 метров. Также хотелось бы отметить ситуацию по поводу створных знаков. Вы можете видеть их, у нас здесь 2 на причале. Они были восстановлены, и в порте Сухум, значит, обеспечена дневная и ночная круглосуточная видимость. Нами были проведены гидрографические и геодезические виды работ. Значит, были составлены морские паспорта всех причалов и сооружений. Также был произведен подробный отчет рельефа морского дна акватории порта Сухум. Нужно отметить, что для безопасности швартовки и отхода судна госкомпанией «Абхазское морское пароходство» был приобретен морской буксир. Данный буксир оборудован всеми необходимыми средствами навигации, а также системами пожаротушения как в море, так и на суше.
Мощность буксира составляет 2000 лошадиных сил, что позволяет нам беспрепятственно осуществлять все швартовые операции. Генеральный директор организации «Черноморские круизы» Виктор Глуховченко, приехавший в республику, чтобы обсудить вопросы организации регулярного круизного сообщения на Черном море между портом Абхазии и Российской Федерации, посетил Сухумский морпорт и ознакомился с проделанной работой. Цель нашего визита – это обсуждение дорожной карты, которая была подписана в рамках соглашения о организации круизного сообщения в порт Сухум навигацию 2020 года. Мы осмотрели, что на данный факт уже сделано и что еще предстоит сделать. На данный момент видим, что сворные знаки навигационные восстановлены, также отбойное устройство на причал навешено. Остается только закончить углубительные работы. Круизный лайнер «Князь Владимир» будет заходить в Сухум в месяц один раз, а в будущем, возможно, и чаще. Сария Гварацхеля, Руслан Орлов, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. В Сухуме завершился детский турнир по плаванию на открытой воде. В этом году турнир был посвящен памяти заслуженного тренера Абхазии Николая Шавгения. Первенство среди школьников по плаванию проходило 2 дня, и в нем приняли участие 90 человек в возрасте от 7 до 16 лет. Соревнования проходили сразу по нескольким дистанциям. Несмотря на небольшой шторм в море, дети показали хорошие результаты. Лучшие пловцы были награждены медалями и памятными подарками. Мне 11 лет. На плавание я хожу 4 года. В будущем я буду еще заниматься плаванием. Я занял первые места. Плыл в вольном стиле 50 метров и спиной 50 метров. Я занимаюсь плаванием 4 года. Сегодня получила 2 первых места на дистанции 50 метров, на спине и на кроле. Несмотря на волны, было очень трудно плавать, но можно. Младшие плыли 50 метров. Вольный стиль, спину, брас и баттерфляй. Старшие плыли 75 метров. Вольный стиль, на спине, брас и баттерфляй. Молодцы, хорошо прошли соревнования. Море, конечно, штормило, но несмотря ни на что, дети прыгали в воду, делали старт и плыли очень хорошо. Центральная избирательная комиссия сообщает, что граждане Абхазии, не прописанные на территории республики, принимают участие в выборах президента Республики Абхазия на основании паспорта гражданина Республики Абхазия и удостоверения на право голосования. ЦИК Абхазии на основании письменного заявления избирателя выдает удостоверение на право голосования лично избирателю. Для его получения гражданам необходимо до 25 августа 2019 года включительно обратиться в Центр избирком по адресу город Сухум, улица Конфедератов, 37. Такими были события уходящей недели. Какими они будут, мы обязательно расскажем в следующей программе. Всего доброго!